надо начать, наверное, с самого основного мифа о том, что якутский костюм, он является статичным, и на протяжении всей истории якутского народа он был одним и тем же. Конечно же, это не так, да, потому что культура у нас вещь не статичная, она постоянно развивается, она постоянно изменяется. Самые ранние сведения о якутском костюме, которыми мы обладаем, датируются 17 веком. Не раньше, к сожалению, да? Потому что письменные источники о народах Якутии относятся только к 17 веку. Они связаны с приходом первых русских землепроходцев. И они описывали, какие народы здесь проживают, во что они одеты, какой скот разводят. Кроме письменных источников мы обладаем еще и археологическим материалом. Здесь у нас тоже есть проблема сохранности, потому что у нас есть погребения, датируемые до 17 века, но, к сожалению, там кроме костных останков самого человека, к сожалению, одежды не осталось, костюма не осталось. Поэтому мы не можем говорить о том, как костюм выглядел до 17 века. Во всяком случае, достоверно мы об этом говорить не можем. Можем что-то предполагать. Одежда вот раннего периода, первого этапа, скажем так, она характеризуется тем, что она многослойная. Да? Это обязательно натазники, ну это типа шорт, наверное, современных, да? Шорты, нижнее белье, это вот два в одном, скажем так. Отдельного нижнего белья у них не было. Это вот натазники, к ним прикреплялись ноговицы, сутро называемые, и вместе они вот, ну, являются прообразом современных штанов, да? Но таких цельных, слитных штанов, как мы сейчас носим, в те времена не было. Это было вызвано прежде всего практическими побуждениями, потому что если человек попадет там в полынью, если вдруг замочит или еще что-то случится с его одеждой, он мог в условиях холодных температур, например, низких, да, не менять полностью всю поясную одежду, а снять только вот одну ноговицу, при этом не теряя тепло, и заменить ее на другую, например. Да? И также это, конечно, связано еще с тем, что если что-то стерлось одно, достаточно заменить его, а не полностью всю эту одежду. Далее обувь. Она могла быть тоже летняя и зимняя, в зависимости от сезона, от материального достатка. По поводу натазников и ноговиц тоже скажу, что летнее время она была из тонкой, очень хорошо выделанной кожи. Для холодных времен надевали сразу два, да, с мехом внутрь натазники и поверх них мехом наружу. Ноговицы то же самое. Если перейти к плечевой одежде, то была рубашка, но она, видимо, появилась вместе с христианством, вместе с русскими землепроходцами, с русской культурой, потому что она по покрою очень близка именно к такой традиционной русской рубахе, которая распространена практически по всей России. Вот в Сибири она есть повсеместно. Вот. И эта рубашка выдавалась при крещении, при принятии крещения местным жителям в качестве подарка. Туда входили вот эта рубашка, либо ткань, холст на рубашку, крестик нательный, иногда давали иконы и еще и, скажем так, освобождали от ясака на несколько лет. Но это было уже в XVIII веке, это особенно было распространено, особенно во второй половине XVIII века. Вот. И поэтому в более ранних погребениях таких вот рубашки не всегда бывают. Они бывают, как правило, у довольно-таки состоятельных людей. Поверх рубашки одевалось нечто вроде современного платья, наверное, мы бы сказали, платье-пальто. Да, это распашная одежда, завязывалась на пуговицы или на такие шнурки. И она по фасону мужская и женская практически не отличалась. Иногда борта были прямые и застегивались прямо здесь, да, вот как рубашка, например. Иногда борт мог быть фигурным и несколько скошенным, да, и запахивалась, как правило, на правую сторону. И известны подобные кафтаны, например, из погребения богача Абауз Джерго, который Носов нарисовал, и все мы об этом прекрасно, этот рисунок знаем. Да? И вот подобного кроя с таким косым бортом одежда была довольно-таки распространена, как оказывается.
И вот есть два типа одежды, да, с прямым бортом и с фигурным бортом. И вот этот камзол, он мог быть опять-таки же тонким, из очень тонкой кожи или ткани, мог быть подбит мехом с внутренней стороны или с внешней стороны. Поверх одевалась еще шуба, еще могла быть дорожная шуба. То есть зимой, если человек отправлялся в путь, на нем было где-то около 4 слоев одежды. Предпочитали наслаивать одежду, потому что между этими слоями сохранялась воздушная прослойка, которая обеспечивала тепло. Да? И сейчас советуют, как правило, лучше наслаивать одежду, чем надевать что-то одно очень толстое и плотное. Да? Вот. Затем, из одежды еще, конечно, это головной убор. Он тоже практически не отличался по фасону мужской и женский. Они были круглые, как правило, шапочки, то, что называется чомпой или еще бабойник называют. Украшали их рожками и иногда украшали еще и мордами диких зверей, которые были полностью вырезаны из черепа и пришиты вот сюда на лобную часть шапки. И рожки, и вот эти морды хищных зверей, они связаны, скорее всего, с анимизмом, тотемизмом, с представлением о том, что если уподобиться какому-то зверю, то его сила, его возможности будут с тобой, да, и тебе будут помогать. И вот поэтому такие рогатые шапки, так называемые мустахберги, они были очень распространены, их носили и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины. Между рожками иногда вот вместо этих звериных шкурок или поверх них пришивали диски, тугахта называется. Они делали либо из меди, либо из серебра. Они были довольно-таки большие, где-то около 20 сантиметров в диаметре даже доходили и пришивали вот прямо сюда. Постепенно вот именно этот диск перешел на переднюю часть навершия шапки джавака, и известно в культуре уже 19 века. Использовали меховые шарфики, которые в литературе известны как меховые буа, мойторок называется, да, это такой вот замкнутый круг из нанизанных беличьих хвостиков или хвостиков других пушных зверей. На один мойторок, довольно-таки приличный, это где-то 2 метра длиной бывает, да, уходили хвостики нескольких сотен, если не тысяч белочек. Да? Конечно, для нас сегодня, когда стоит проблема экологии и вообще защиты животных, это может прозвучать довольно-таки дико, но надо понимать, что тогда времена были другие. Да? И охота занимала очень важную часть жизни любой семьи. И, конечно, все эти добытые пушные зверьки, их мех использовался полностью, вообще безотходное производство. И поэтому все пускали на пользу, из остатков шили и одеяла, и подушки, и какие-то игрушки, все шло в дело. Вот. Затем пояс. Пояс был как кожаный, обшитый бисером еще был и украшенный медными бляшками. То есть тут тоже вариативность довольно-таки широкая была и тоже зависела от материального положения конкретного человека. И в целом вся одежда, она должна была подчеркнуть и показать статус своего владельца. Чем человек был богаче, тем он стремился, конечно, к какой-то эксклюзивной, дорогой, неповторимой одежде. И для этого нанимались специальные шитницы, которые все это шили, живя именно у этого богача. Несколько лет расшивали его семью, готовили специальное приданое для его дочери. Да? Если посмотреть внимательно на археологические материалы 17 века, 18 века, то мы можем увидеть, что мастера в ту эпоху обладали очень высокой техникой пошива одежды. Там буквально в 1 квадратном сантиметре можно насчитать несколько десятков, если не сотен стежков. И здесь, конечно, у нас появляется следующий вопрос, да? Какие же были у них инструменты? Это очень тонкие иглы должны были быть, это очень красивые, тонкие, опять-таки же, нити.
И это должна была быть еще и такая вот обработка кожи, которая позволяла иглой тонкой вышивать на этой коже очень тонкий орнамент. Не просто вот как сейчас машинка вышивает, да, гораздо тоньше. И это говорит о высоком уровне вообще профессионализма и технологий. По поводу разделения между детской, взрослой, мужской и женской одеждой, здесь тоже сегодня мы, наверное, судим, исходя из представлений современного человека, да, что детская одежда должна быть определенных цветов, материалов, фасонов, взрослая другой, также мужская одежда она такая, женская вот такая должна быть, да. Это не касается 17-18 века, практически не касается. Если мы сравним мужскую и женскую одежду, мы увидим, что практически в ней нет большой разницы. Разница может быть только в длине, да, и то она очень несущественная. Она может быть в декоративном оформлении, но опять-таки же это больше зависело от материального достатка человека, который носил эту одежду, а не от его половой принадлежности или возрастной. Да. Свадебная одежда, она очень интересная, женская свадебная одежда, потому что она очень сложная, и в ней чувствуется такая вот историческая, хронологическая многослойность. Не все элементы одежды до сих пор нами расшифрованы полностью, скажем так, ведутся, ну не скажу, что споры, но дискуссии по поводу назначения той или иной одежды, его истоков, откуда она вообще появилась, какую смысловую символику оно несло, да. И здесь еще предстоит очень многое еще узнать и изучить. Наверное, самой такой знаковой, известной и таинственной, наверное, одеждой является безрукавка таңлай. Это очень нарядная, красиво расшитая бисером и металлическими бляшками, верхняя женская одежда плечевая. Но характерной частью является то, что она вот имеет короткие рукава, опушенные мехом дорогих животных и редких животных. И вот передняя часть полностью расшита бисером. Очень хорошие примеры хранятся в наших якутских музеях. Вывезенный из Якутска фрагмент одежды хранится еще в Иркутском музее. И каждый из них действительно является памятником истории и культуры. Считается, что эта безрукавка, она служила как оберег, да, как часть апотропейной магии для молодой женщины, которая выходит замуж и уходит в другой род. И то, что и его символика прежде всего связана с защитой этой женщины. Использовалась она не только во время свадебного обряда, но и после замужества. Женщина обязана была встречать гостей, особенно родственников своего мужа, именно в этой безрукавке. И если она видела тотемных птиц рода своего мужа, она обязана была одеть эту безрукавку и поклониться вслед улетающим птицам. Да? То есть тут довольно-таки действительно сложная символика. Еще эту безрукавку по фольклорным сведениям, да, нужно было одевать именно со специальной шапкой, которая называлась мостах нурайдах берге. Да, то есть это шапка, которая имела и рожки, и султанчик с перьями птиц. И исследователи, путешественники были здесь в 18 веке, они пишут, что эти перья специально наклоняли назад для того, чтобы они красиво не спадали за спиной этой женщины, и вместе это выглядело, видимо, очень красиво и производило впечатление. Одежда женская, в частности, она очень много металлических подвесок имела. Это опять-таки же связано с апотропейной магией. Звон металла, по поверьям якутов, отгонял злых духов. Да? Это связано с легендой о том, что первый человек, который хотел узнать секрет кузнечества, он поймал одного из злых духов Нижнего мира и хотел выпытать как раз секрет огня, секрет кузнечного дела, да? И начал бить молотком об наковальню, и только тогда злой дух от страха раскрыл этот секрет. И с тех пор пошло поверье о том, что звук металла пугает злых духов, да, и поэтому вот особый статус имеют кузнецы, как те, которые и работают с огнем, с металлом, и у них особое положение, да, считается, что они даже сильнее, чем шаманы. Вот, и поэтому женская одежда и детская одежда имеет очень много металлических нашивок, которые должны обязательно постоянно звенеть,
И украшения металлические обязательно должны звенеть. Это не просто массивное одно украшение, да, оно обязательно имеет какие-то подвески. В женском костюме фигурировал такой элемент, как амнах, маска. Да, это лицевая маска, которая покрывала лицо невесты, опять-таки же по фольклорным сведениям. Да. Но это не такой вот простой элемент в гардеробе женщины, потому что довольно-таки запутанную историю, видимо, она имеет, потому что в погребениях 17-18 века и мужских, и женских такая маска есть у всех. Свадебный обряд и погребальный обряд во многом очень похожи, тождественны между собой. Это отмечают исследователи всех культур, не только якутской. Да, это вообще универсальное явление, потому что и смерть, и свадьба – это обряд перехода. Во время свадьбы, прежде всего это касается женщины, она переходит из статуса дочери вот этой семьи, переходит в статус жены другой семьи. Она переходит из одного рода в другой. И поэтому во время свадьбы очень часто вот невеста ассоциируется с покойником. Да? Лицо ее закрыто саваном, мы ее не видим, она невидима для всех. И только после того, как обряд этот завершится, неважно, это церковный обряд венчания или поход в ЗАГС тот же, да, только тогда ее лицо открывается, и все видят ее лицо. Да, и она вот рождается в новом обличии, скажем так. И поэтому вот покрывание лица маской амнах в якутской культуре и закрывание погребенных лица, опять-таки же, саваном, да, оно, видимо, имеет какие-то одни истоки. Интересно еще то, что она одевала его не просто во время свадебного обряда, но должна была носить еще на протяжении нескольких лет после замужества. Исследователи склоняются к мнению, что, видимо, в более ранние времена она должна была носить эту маску перед своим свекром на протяжении всей его жизни. То есть она всегда должна была быть закрыта от него. Да? Постепенно, когда жизнь начала меняться и начали входить другие нормы отношений внутри семьи, внутри общества, это время начало сокращаться. Можно найти в литературе, как 3 года она должна носить, и также до рождения первого ребенка. Да? Но так или иначе, это вот такой вот срок немножко отодвинут, да, видимо, для того, чтобы эта женщина могла вписаться в эту семью, стать частью этого рода, и уже без порицания, без страха, без упреков она могла открывать свое лицо, и, возможно, какие-то еще другие представления с этим были связаны. Сейчас сложилось такое впечатление, скажем так, да, что якутская одежда, она должна быть таких вот цветов, сочетания цветов: красная, черная, зеленая, желтая. Да? Но это касается только очень поздних времен, когда появилась ткань соответствующих цветов. В то время, в 17 веке, привозных тканей здесь практически не было. Они появляются в 18 веке, и то их цветовая гамма довольно-таки ограниченная. Вызвано это потребностями местных или так производился завоз, 100% на это ответить, наверное, пока нельзя. Да? Это нужно специально изучать. И вот цветовая гамма, как правило, одежда, она так как шилась из натуральных материалов, она вот таких очень натуральных цветов. Разные сочетания коричневого, бежевого, белого, серого, черного и так далее. Да? То есть от меха животных, от цвета меха животных, и зависела цветовая гамма. Если говорить о бисерном украшении, то очень любили сочетание именно белого, голубого и черного цвета. В одной литературе я прочитала, что, например, индейцы Северной Америки особенно любили голубой бисер, не только потому, что он похож на цвет неба, да, но и потому, что добыть голубой или синий пигмент из натуральных растений, которые произрастают в конкретных местностях, невозможно. Да, возможно, из-за этого, потому что они не могут сами получить этот цвет, они очень любили именно этот цвет. Но, возможно, и другие варианты, конечно, тоже были, да, это опять-таки же наше предположение. Но вот сочетание белого, синего и черного – это было основное сочетание для 17 и 18 века. Украшения они были в основном из желтых металлов, это латунь, бронза, и различные сплавы металлов такого вот желтоватого цвета.
И так что и серебро, оно не является вот испокон веков единственным и главным металлом, да, потому что ну, такие были несколько другие исторические условия.